я бы подчеркнул, что очень низкая явка молодежи. Вы сами знаете, что в прошлом году, согласно принятому закону, молодежью считаются лица до 35 лет. Раньше молодежью считались лица до 30 лет. Поэтому повышение прозрачности, ну и в плане реформ, в плане технологических реформ, то это внедрение биометрической идентификации, дистанционное голосование, что, естественно, повышает прозрачность, снижает вероятность фальсификации, а также улучшает доверие граждан в целом к избирательной системе. Каким образом планируется повышать явку? Путем проведения разъяснительных работ. Также законом мы имеем право проведения электронного голосования, дистанционного, потому что, помните, в прошлом году мы в пилотном режиме провели выборы путем электронного голосования в Бакенской области, в Самаркандырском, Алсайском и Автотырском районных аймаках. Тогда из общего количества зарегистрированных наших граждан, находящихся за пределами Крымской республики, количество проголосовавших составило 82%. То есть это очень такой хороший показатель. То есть над этим мы должны поработать. В плане технической возможности Центральная избирательная комиссия, она готова проводить электронное голосование, но с учетом определенных рисков этот вопрос сейчас на стадии обсуждения и разработки. Тогда вот это даже было приятно. Один наш гражданин, находясь в Австралии, даже проголосовал за депутата местного Кенеша вот в одном из трех указанных мною районных аймаков.